Продолжаем программу «7 дней». Мы должны провести выборы так, чтобы гордиться этим. Такими словами приветствовала председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Элла Памфилова участников онлайн-форума избирателей «Мой голос», который прошел на этой неделе в Казани. Здесь также обозначили несколько особенностей, подходящие к завершению избирательной кампании по выборам президента России. К примеру, было отмечено, что решение приходить домой к татарстанцам, членов участковых комиссий – это лучшее решение из всех последних выборных сезонов. Более того, появилось много проектов, которые повышают удобство голосования. Это и трехдневный формат, и мобильный избиратель. Все это повышает явку в дни голосования. Наш канал тоже присоединился особенным образом. 17 марта на канале ТНВ пройдет 12-часовой телемарафон всей семьей на выборы. Кроме того, проголосовать можно по месту фактического нахождения, а не по прописке. Этим механизмом уже воспользовались более 47 тысяч избирателей Татарстана. И сделать это еще можно по 11 марта включительно. Предстоящая неделя финишная в избирательной кампании и, как показывает практика, самая напряженная и активная. Зуфар Давлетшин продолжит. Насколько устойчива сегодня наша политическая система? Выборы состоятся, и результат будет известен. В этом нет сомнений. Самое сложное для кандидатов, их представителей и тех, кто организовывает всю систему, не сам процесс голосования, а подготовительный к нему период. Кампания проходит в ситуации сильнейшего информационного давления на нас извне. И мы в этой связи видим, что вопросы легитимности, вопросы прозрачности голосования становятся ключевыми в эту кампанию, потому что за нами наблюдает весь мир. Особенности этой избирательной кампании, безусловно, сложное время, это первое, большое количество конкурентов, это второе, и сложности в политической ситуации, конечно, в нашей стране, поэтому кампания избирательная, скажем так, жаркая. Если двумя словами выразиться, это очень интересно, очень остро. Нашей политической партии всего 4 года. И это наши первые президентские выборы, поэтому мы относимся к ним с определенным трепетом. С еще большим напряжением те, кто в ответе за безопасность процесса. Безопасность физическую, информационную, виртуальную. На примере событий января этого года в соседней республике можно сделать вывод, что для дестабилизации ситуации можно использовать любой повод. И стоит обратить внимание, что такие волнения играют на руку тем, кто, мягко говоря, недолюбливает Россию. Обратите внимание на логотип этой публикации в интернете. Мы видим давление Запада, элит западных. Они действуют решительно. Цель очевидная сейчас уже. Если еще 2 года назад разговор об информационной, гибридной, когнитивной войне, войне на уничтожение России воспринимался как своего рода теория заговора, то сейчас это совершенно понятная государственная, к сожалению, политика, которая направлена действительно на расчленение нашей страны. В Татарстане подобные попытки тоже наблюдались и тоже использовались разные поводы. Во время пандемии собирали людей на улице то против ношения масок, то против прививок. И до этого были попытки расшатать стабильность в республике. И мимо проходили, сюда решили зайти, да? Я за компанию. Я не сказать, что сильно политически активные. Чисто поржать. Куда все, туда и я. Один за всех, как говорится. Когда человек находится в толпе, социальная психология толпы, она четко говорит о том, что теряется и размывается «я», идентичность человека, образ «я». То есть он полностью размывается, мы идентифицируем себя с толпой, тем самым границы нашего сознания, то есть критичность мышления, она изменяется. И мы мыслим уже, как мыслит в целом эта большая толпа. Тогда, судя по всему, выводы были сделаны и той стороной тоже. Поэтому сейчас используются и другие методы взбудораживания умов. Искусственный интеллект может работать не только во благо. Что касается так называемой подмены контента, да, то есть это второе направление, когда делается такой провокационный вброс, особенно это может произойти на телевидении,
И мы сталкивались, когда летом прошлого года у нас очень была серьезная такая информационная, скажем, такое противодействие в отношении ТНВ. Потому призывают к любой информации, особенно негативной и неожиданной, относиться критически, а не слепо верить тому, что увидели, услышали. Перепроверять информацию – это первое. Второе – не поддаваться панике и читать то, что там написано, потому что, еще раз повторюсь, это самый простой способ, который манипулятивным образом пытаются использовать те или иные агенты влияния. Они могут быть разные, это могут быть различные и физические лица, это могут быть НКО, это могут быть зарубежные средства массовой информации. Те, кто занимается подготовкой и проведением избирательного процесса, тоже на своеобразном фронте. Для них тоже проводятся учения. Разведка боем против возможных кибератак в Татарстане прошла на очень серьезном международном уровне во время проведения в Казани беспрецедентных игр будущего. Тот киберштаб, который работал в период игр будущего, я тоже не могу все рассказывать, но там были приняты такие беспрецедентные меры мирового уровня, которые не позволили ни на секунду прерваться ни трансляции, ни на секунду не прерываться самому игровому процессу. А что было понятно, 12 600 часов игрового времени провели спортсмены, которые приехали с территории всех стран, которые могли приехать со своей флешкой, со своей клавиатурой, которая могла нарушить целостность системы. Наш народ за этот период очень серьезно разобрался, кто есть кто на самом деле. Это первое. Второе. Наша избирательная система настолько прозрачна и качественно отработана сейчас. В новых регионах, само собой, тоже пройдет голосование. Где-то из-за опасности обстрелов не так масштабно, как принято, но право свое сможет реализовать каждый гражданин России. Готовятся выбрать главу государства и те, кто в эти дни отстаивает ее интересы на внешних границах. Сюда не каждое доверенное лицо кандидат, и тем более не каждый кандидат доедет с предвыборными речами. Впрочем, агитация здесь и не требуется. Я очень удивился тому, что здесь будут проведены выборы, у нас будут, соответственно, и бюллетени, и свои, так сказать, участки. То есть это вообще очень круто. То есть про нас здесь не забыли, а готовы даже взять у нас голоса для такого серьезного шага для нашей страны. Не забыли про тех, кто по ранению находится в госпитале или в дни проведения голосования будет в дороге. Мы открыли избирательной комиссии дополнительных 45 участков. Это 31 участок в наших республиканских клинических учреждениях, в больницах. Но и, безусловно, вот рядом с госпиталем располагается дополнительный участок, открытый нами в РКБ. Мы открыли несколько участков на территории Республики Татарстан, плюс железнодорожный вокзал и аэропорт. Свыше 86% граждан Татарстана сегодня, избирателей Татарстана, заявляют, что они придут на выборы, примут участие. И это говорит о том, что та широкая кампания по информированию, она была достаточно успешно реализована. Зуфар Давлетов, Роман Безменов, Булат Абдульманов. 7 дней. Помимо большой